Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Тува-24, в студии Алдынай Холык, и, как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах. В театре прошел кастинг на роль тувинских добровольцев. Апрель традиционно считается временем начала субботников. В Национальном музее республики открыта выставка «Крестьянский костюм Енисейской губернии». В Кызыле стартовали соревнования по баскетболу. Глава Тувы Владислав Хавылык в ходе рабочей командировки встретился в Москве с Сергеем Шойгу. Несмотря на важнейшие государственные задачи, Сергей Кужугетович всегда находит время, чтобы обсудить развитие малой родины, отметил Владислав Хавылык на своей странице ВКонтакте. Поделился с ним радостью, поддержкой земляков, которые собрали уже 30 автомашин для участников специальной военной операции. В субботу, 8 апреля, будем провожать автоколонну из Кызыла. В Абакане по договоренности Народного фронта с РЖД для них зарезервированы места в специальных вагонах. Региональное правительство продолжает знакомить жителей Тувы с отчетом о проделанной работе за прошлый год. Стоит отметить, что приезд руководителей – это всегда и наказы жителей, и, самое главное, диалог с населением. Нехватка водоколонок, проблемы с электроэнергией, стихийные свалки, ненадлежащее состояние дорог, капитальный ремонт школы и не только. О том, что тревожит жителей села Байдаг и Морен Эрзинского района, расскажет Айра Асад. Недостаток качественной питьевой воды, нехватка водоколонок и значительное расстояние между ними. Те водоколонки, что сегодня есть во многих селах, установлены еще с советских времен и пережили не один десяток лет. Не исключение и село Байдаг Эрзинского района. Здесь на сегодня работают 3 водоколонки. В ходе отчета сообщили, что в этом году по линии регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства будет установлена новая и современная водоколонка. В ходе отчета рабочая группа доложилась об отчете правительства за 2022 год и одновременно приняли наказы и пожелания жителей. Прошлогодние вопросы, те, которые уже решены, мы доложились. Остается несколько вопросов. Это вопрос, который в этом году решается, это строительство водоколонок в селе Байдаг. Один из 2 в этом году сделаем. А также вопрос мусора тоже в этом году уже будет решен. В плане стоит Министерство ЖКХ. Вода – это жизнь. Вопрос ее качества был озвучен в ходе диалога представителей власти и жителей села Байдаг. Наше село находится на возвышенности, и у многих нет возможности установить колодец. Нашим колонкам уже лет 50-60. Санитарные условия очень низкие, да и вид неопрятный. А ведь это вода, которую мы каждый день пьем. Следующий насущный вопрос – электроэнергии, а если быть точнее, то периодические перебои с ее подачей. По словам жителей, при каждом ветре свет отключают, а линии давно не обновлялись. Бывали и случаи, что вследствие перепадов напряжения вся техника выходила из строя. Мы учли, уже отметили те участки, улицы, где есть частые отключения электроэнергии и низкие напряжения. Все это мы учтем и будем совместно с ТВЭнерго прорабатывать, чтобы включить ремонтную программу. Ликвидация стихийных свалок и дороги к чабанским стоянкам. В ходе отчета были обсуждены и эти вопросы. Сейчас именно период, когда идет снеготаяние, в Верзине недавно, несколько дней назад выпал снег и, соответственно, образовался лед, корка, на этом, и сложность в сообщении с чабанскими стоянками. Администрация Кожуна и совместно с дорожниками договорились о расчистке дорог. Мы очень рады, что сегодня к нам приехали представители регионального правительства. Нам бы очень хотелось, чтобы наши вопросы были решены. Это установка новых водоколонок, очистка от свалок, электроэнергия и, конечно же, дороги. Развитие инфраструктуры и строительство новых объектов в малых селах – вопрос один из самых актуальных. Не стоит забывать и о досуге жителей, в особенности детей и молодежи. В Байдаге проживает чуть больше 1300 жителей, из них школьников 195. В Байдаге для юных спортсменов планируется строительство гнезда «Орлят». В этом году Эрзинский район подал заявку на участие в губернском проекте. Заявка была принята. Предварительно Сумон Байдаг прошел согласование. На каком этапе сейчас находимся? Сейчас, получается, из-за того, что в прошлом году губернский проект закончился, на этот год финансирование не было предусмотрено, но в этом календарном году глава республики Владислав Хавылык дал поручение изыскать финансовые средства. Таким образом, в этом году мы планируем строительство в рамках реализации губернского проекта еще 12 малых спортивных залов, в том числе в Байдаге. Строительство данного малого спортивного зала что даст?
Планируется, что борцовский зал, который находится при Доме культуры, перейдет в новое построенное здание. Дети начнут заниматься всеми видами единоборств в этом здании. То есть, получается, освобождаются площади при Доме культуры. Там как раз можно проводить занятия по игровым видам спорта. С отчетом о проделанной работе правительства Тувы ознакомились и жители села Мюррен. Здесь основной вопрос, который не первый год волнует сельчан, это строительство или же капитальный ремонт школы. Здание нашей школы ветхое, и особенно здание интерната. В здании интерната проводят внеурочную деятельность, и это здание очень холодное, в нем всегда прохладно, дети там всегда находятся в плохих условиях. В нашей школе теперь уже не помещаемся, у нас не хватает классов, комплектов, учимся в разных зданиях, и это очень мешает учебному процессу. Косметический ремонт проводится каждый год, а вот капитальный ремонт я даже не знаю, не могу сказать, когда это было. Нам обещали в этом году капитальный ремонт, и вот опять отказали. В современное время для повышения качества знаний так или иначе интернет крайне необходим. Это в первую очередь источник дополнительной информации. Жители говорят о проблемах с сотовой связью. Нашу школу обновили интерактивными досками, ноутбуками и другой техникой. Но есть проблемы с интернетом. Сотовая связь очень тормозит. Внедрение современных технологий невозможно без хорошего интернета. По линии модернизации первичного звена здравоохранения в этом году в республике будет построено 5 ФАПов. Один из них в селе Мюррен. ФАП у нас примерно до 90 квадратных метров, все помещения с холодной горячей водой, с автономным отоплением. В ФАПах у нас работают в основном средние медицинские работники, это фельдшера и медицинские сестры. То есть в данных ФАПах можно пройти первый этап диспансеризации взрослого населения, профилактические медицинские осмотры. При строительстве, конечно, там будет новая мебель, в ФАПах новое оборудование. В свою очередь, председатель администрации Эрзинского района о проблемах жителей в курсе и совместно с правительством делает все возможное для решения насущных вопросов. По итогам 2 отчетов, это в Сумоне, Байдах и в Мюррене, в целом настроение жителей, конечно, положительное. Подводя итоги, жители дали оценку работе правительства, оценку отлично, в некоторых случаях хорошо. В целом есть, конечно же, проблемы, как и в каждом районе, как и в каждом Сумоне. Проблема в Байдаге, например, это замена опор электричества, потому что в ветреную погоду замыкание происходит, и у людей, у населения перегорают бытовая техника. В Мюррене это самый наболевший вопрос, это строительство или капитальный ремонт школы, потому что здесь школа, конечно, очень давно этот вопрос стоит. Ученики с каждым годом прибавляются, а кабинетов не хватает. Представители рабочей группы регионального правительства наряду с отчетом рассказали жителям и о приоритетных задачах, которые поставлены на текущий год. Айра Сабьян, Азамат Очур, телеканал Тува-24, Эрзинский район. Накануне в Национальном музыкально-драматическом театре прошел кастинг на роль участников исторической реконструкции проводов тувинских добровольцев во время Великой Отечественной войны и массовых сцен. Все подробности в следующем материале. Для съемок фильма и реализации проекта «Тувинским добровольцам посвящается» требовались молодые люди тувинской национальности примерно 20-35 лет, имеющие внешнее сходство с добровольцами-танкистами. Заявки на участие принимались в течение месяца. Всего было принято и рассмотрено около 10 заявок. Узнав о проекте, принять участие в кастинге решил и Середар Санчайжаб, будущий историк, студент Тувинского государственного университета. На историческую реконструкцию я пришел в первую очередь, чтобы посмотреть. То есть я, конечно, понимаю, что я как участник немножко не подойду из-за внешности, из-за роста, но я историк, студент исторического факультета, и мне интересно именно посмотреть, как это все будет происходить в первую очередь. Вот, на кастинг, а потом быть участником этого кастинга и вообще вот участником этих событий
для меня важно, приятно, и будет полезным опытом. Историческая реконструкция проводится в рамках проекта «Тувинским добровольцам посвящается». Он стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и инициирован автономной некоммерческой организацией «Хранители историко-культурного наследия». Идея была коллективная. То есть мы вынашивали эту идею, думали о том, чтобы такое интересное придумать, какой такой проект, который бы запомнился жителям нашего города, вообще нашей республики. И вот такая идея возникла. Мы оформили заявку, и в январе 2023 года пришел результат этого конкурса. Реконструкция будет воспроизведена с исторической достоверностью и дополнена авторским видением сценариста Виктории Хамушко и с художественной подачей режиссера Национального театра Сайдаша Мангуша. Трудности, конечно же, встречаются, потому что уже здания уже не те, везде современные какие-то вывески, надписи, автомобили там едут. Все это мы будем решать, какие-то отцепления или как там перекрытие дорог и так далее. Может, с помощью техники, плакатов советского времени и так далее. В общем, посмотрим. Напомним, проводы тувинцев-добровольцев-танкистов состоялись 20 мая 1943 года в Кызыле. И спустя ровно 80 лет, 20 мая этого года, это историческое событие будет реконструировано. Как сообщают организаторы проекта, всего будет задействовано вместе с массовкой около 70 человек. Также на основе реконструкции проводов тувинских добровольцев будет снят одноименный документальный фильм. Чинчик Ашпукол, Буян Мангуш, Белек Оржак, телеканал Тува-24. Апрель традиционно считается временем начала субботников, временем наведения порядка и уборки территорий от скопившегося за зиму мусора. В этом году по поручению главы региона Владислава Хавалыга субботники будут проходить в столице и во всех кажунах в течение месяца. Чтобы навести чистоту и порядок в своем городе, работники предприятий и организаций, сотрудники министерств, школьники, студенты – все вышли на весенний субботник. Дружно гребут, метут, убирают. Мы пришли на ежегодное шествование в молодежный сквер, чтобы провести субботник. В данный момент мы убираем тот участок, каменный город, который возвели тоже студенты инженерно-технического факультета. Как и каждый год, активно к этим работам присоединяются преподаватели и студенты Тувинского госуниверситета. Мы здесь таким образом помогаем городу, облагораживаем территорию парка. Здесь мы убираемся от старого мусора, бытового мусора, а также от опавших листьев. Напомним, что с 2017 года молодежный парк столицы находится под патронажем Тувинского госуниверситета. С тех пор каждый год ТУВГУ постоянно проводит здесь субботники, которые носят системный организованный характер. В первую очередь чистота и удобство в нашем городе должны взять каждый человек на себя ответственность за чистоту нашего города. К примеру, именно наши мусоры выбрасывать по предназначенным местам, например, мусорки. Если каждый человек сам возьмется за это ответственность, то в любом случае везде будет чисто. Мы живем в таком прекрасном городе, ходим по этим улицам, поэтому должны заботиться о его чистоте. Единственное, о чем мы просим земляков, это поддерживать чистоту и порядок, высказались работники мэрии города Кызыла. Мы выходим каждый день на территорию нового буддийского храма. Призываем всех жителей и организаций выходить на субботники каждую неделю. На субботниках с улиц города вывозят тонну мусора. Напомним, что месячник по уборке территории продлится до 30 апреля. Все мы хотим жить в чистом и уютном городе. Однако сам по себе Кызыл таким не станет. Все зависит от самих жителей. И для всех и каждого остается актуальное выражение. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Алдын Айсая, Владимир Суртюк, Буян Оюн, Айдан Синденма, Тува-24.
В Национальном музее Республики Тыва открыта выставка «Крестьянский костюм Енисейской губернии. Конец XIX и начало XX веков». На ней представлена одежда из фондов музея-заповедника Шушенская, собранная во время экспедиции по центральным и южным районам Красноярского края и Республики Хакасия. В этом помещении можно буквально погрузиться в 19 и в 20 века. Здесь представлены мужские и женские рубахи, мужские штаны, узорные пояса. Экспонируются традиционные костюмы переселенцев из Волгоградской, Орловской, Полтавской, Рязанской и других губерний. Дополняют выставку женские праздничные костюмы, изготовленные по этнографическим образцам в мастерской музея-заповедника. Паневы, юбки, сарафаны, корсетки, которые носили переселенцы, приехавшие в Сибирь из различных губерний России. На этой выставке представлены экспонаты из музея-заповедника Шушенская. Это оригинальные костюмы простых крестьян. Некоторые вещи сотрудники Шушенского музея прям сами экспедициями ездили и собирали, скажем так. То, что лежало у людей в сундуках, хранилось, да, уже не нужно вроде бы, но при этом бережно хранилось. Это все сдавалось в музей. И сейчас у нас есть возможность увидеть воочию одежды как раз вот того периода. В те времена не было возможности купить одежду. Крестьяне вручную изготавливали вещи. Маленьких девочек с 5 лет приучали к работе. Они были помощницами. По традиции тех времен девушка до замужества, проживая с родителями, сама собирала свое приданное – полотенце, постельное белье, одежду. Собственно говоря, вся работа проходила через станок, с помощью которого изготавливались вещи. Эта выставка, она идет в рамках соглашения между Республикой Тыва, между правительством Республики Тыва и Красноярского края по культуре, в сфере культуры, скажем. Там у нас будут показаны предметы этнографии, гальванокопии из киевского золота, из кургана Фаршан, Аршан-2. То есть все богатое разнообразие наших культур. То есть это идет обмен культурными ценностями, историческими ценностями между регионами. Да, вот в рамках такой программы. В свою очередь, в Шушенском 6 апреля открывается выставка «Тува. Колыбель скифской культуры». Перед вами это станок для изготовления тканей из льна, хлопка и из шерсти. Обычно вот, ткань примерно вот такой ширины, это примерно 30 сантиметров. И всю одежду они шили из той ткани, которую изготовили сами. И практически в каждой избе подобная ткань была. Что интересно, вот это простой станок. Внизу у него есть 2 педали для того, чтобы создавать ткань. Как вы видите, с той стороны есть моток ниток. И получается, эти нитки пропущены через разделитель ниток. И что интересно, когда мы нажимаем на педальку, вот эти два приспособления как раз разделяют. Видите, вот здесь вот проход образуется, чтобы сделать ткань. Вот мы вот так вот ткань собираем, прокладка красную нить, потом поднимаю, нажимаю уже на вторую педальку, уже другие нити поднимаются. Вот одна сторона, вторая сторона, да. Пропускаю еще раз красный моток через удочку, называется уточка. Характерной чертой гардероба крестьянина-сибиряка было наличие в нем праздничной одежды. Она была шита из фабричных тканей. Из зимней одежды сибиряков, незаменимой в суровых климатических условиях, представлены шубы из волчьего меха, обувь кожаная и валенная, шапки с меховой отделкой, платки и шали, рукавицы. На выставке можно увидеть работу ткацкого станка и образцы домоткатного полотна. Выставка будет экспонироваться до 29 мая. Инна Клаян, Буян Аюн, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. Весной, в период активного таяния снега, некоторым населенным пунктам республики угрожает опасность потоплений. В Туве весеннее половодье проходит спокойно, и все работы ведутся в соответствии с планами по подготовке к паводку. Первый этап паводкового периода на территории города Кызыла прошел без происшествий, а второй этап, как и каждый год, ожидается в мае-июне. В зону вероятного потопления может попасть частный жилой сектор 4 районов города Кызыла: Орбита, Восток, Кожзавод, Правобережное дачное общество. Для предупреждения ЧП во время стихии уже проводятся профилактические работы.
проверяется состояние гидротехнических сооружений, то есть дамбы, а также подготовлены 90 кубических метров крови и пески в районах орбиты, Козявод и правого берега. Подготовлена техника для аварийно-восстановительных работ на базе МУП «Благоустройство». Это 7 единиц техники КАМАЗа, 7 единиц техники АСО, 4 единицы тяжелой техники, это бульдозеры и автогрейдеры, а также 2 единицы водонасосные станции. Для предупреждения ЧС при прохождении паводка в 2022 году на территории левобережных дачных обществ было построено гидротехническое сооружение протяженностью 5 километров. Дамба защищает дома и предотвращает размыв берега. Строительство защитной дамбы позволило обеспечить безопасность около 10 тысяч человек с учетом дачных обществ, в которых люди проживают на постоянной основе. Также в зоне возможного потопления находились социальные объекты, такие как детские сады и школы. По предварительным расчетам, предотвращенный ущерб от вредного воздействия вод составляет около 6 миллионов рублей. Весеннее половодье в 2019 и 2020 годах принесло разрушение в Туве порядка 19 километров дорог и 32 мостовых перехода. Сегодня сооружение восстановлено, остались 2 мостовых перехода. Это в Мюнгдагинском и Барунхемчикском районе через реку Аянгаты и Барлык. Там принято совсем такое инженерное решение, более капитальное. Изменяем конструктивы для того, чтобы в период таких увеличенного уровня воды способность инженерного сооружения по пропуску воды была наивысшая. Под контролем сегодня находится дорога Кызыл-Саргсып в отрезке перед мостом через реку Малый Енисей-Кахи, который периодически затопляла. Благодаря аварийно-восстановительным работам проблема решена. На сегодняшний день мы подняли уровень земляного полотна, обустроили арочный мост, 5 водопропускных труб. Соответственно, в дальнейшем данные последствия не будут возникать на нем. В целом республика к паводкам готова. Это подтверждает проверка 38 гидротехнических сооружений, расположенных на территории республики и региональных дорогах, защищенных от паводка. Алтынай Исаева, Чайхан Дунгак, Айдана Синденма, Тува-24. Быстрый, динамичный и зрелищный – все это про баскетбол. Сегодня в спортивной школе СУБД прошло открытие первенства Тувы по баскетболу среди команд юношей и девушек до 18 лет. Сколько команд приняли участие, расскажет Айра Асад. На баскетбольную площадку выходят сильнейшие команды. Все они победители зональных этапов. В первенстве ТВ по баскетболу участвуют 13 команд юношей и 11 команд девушек. Это почти 300 спортсменов из самых разных и отдаленных уголков республики. Приехали мы с хорошим настроем, с веселым, дружелюбным. Мы здесь не первый раз и знаем поле, игру в целом. Мы занимаемся в детско-юношеской школе у нас на районе. Я начала заниматься баскетболом с 5 класса, уже как 4 года. Почему именно баскетбол? Ну, это очень динамичный вид спорта, всегда в движении, поэтому, скорее всего, я выбрала его, а не какие-либо другие. С приветственным словом выступил заместитель министра спорта Тувы Субудай Оюн. Очень рад, что вы приехали и соревнуетесь здесь за право называться лучшими в своем возрасте по виду спорта баскетбол. Наши дети, гости, тренера, спасибо вам огромное, что вы принимаете участие в наших соревнованиях. Вы вкладываете свои силы в развитие нашего любимого вида спорта баскетбол. 4 периода по 10 минут, в команде по 12 игроков, ловкие передвижения, азарт, динамичность, быстрая скорость и первые попадания в кольцо. В игре каждой команды чувствуется сплоченность, сила духа и настрой на победу. Судьи и тренеры отмечают сильную подготовку команд. Подготовка здесь
сильная, потому что ребята в своих дивизионах занимали первые, вторые места. И поэтому я думаю, что слабых, простых, проходных игр здесь не будет. Каждая команда бьется до конца. И счет почти всегда у каждой команды равный. И ребята, наверное, более подвижные сейчас стали. Ну и тоже тренеры и учителя физкультуры, думаю, хорошо работают. Поэтому и развитие у нас более-менее сейчас надо на высоком уровне, можно сказать. У нас есть опыт участия в Сибирском федеральном округе, но только это по кейс-баскету. Это закрытая школьная лига. А здесь, получается, открытая. Участвуют и спортивные команды, и команды с общеобразовательной школы, и школы, лицеи. Тем временем накал эмоций, переживаний и напряжения чувствуется не только во время игры, но и на трибунах. Баскетбол относительно нетравмоопасный вид спорта. Для игры подойдет самая обычная уличная площадка без специального оборудования и формы. Возможно, именно поэтому баскетбол стал еще более популярным среди молодежи и школьников. Отрадно видеть, как горят глаза у сегодняшних юных спортсменов. Многие из них живут по принципу: есть много различных способов поднять себе настроение, но самый эффективный – забросить мяч в корзину. Айра Асаби, Мугуша, Замато Чур, телеканал Тува 24. Это были все новости к данному часу. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи в эфире.